Курица копченая, ветчина императорская, бараний антрикот и мясной рулет. И это не считая множества колбасных изделий. Такую продукцию выпускает Аргунский мясокомбинат. Всего 36 наименований продукции. За 3 года работы благодаря качеству продукта здесь смогли завоевать доверие потребителей. Наш продукт натуральный. У нас 80-90% своего забоя. Мы не используем покупное блочное мясо, потому что если есть какие-то сомнения в халяльности продукции, мы его абсолютно не берем. У нас используется мы производим только халяльную продукцию. Например, куры тоже у нас с авторитской птицефабрики. То есть мы в основном все это местное у нас идет. Плановая мощность мясоперерабатывающего комбината составляет около 5 тонн продукции в смену, а начинали с 300 килограмм в месяц. Теперь каждый год золотые медали с международных конкурсов. В этом году ветчина императорская была признана лучшей на московской ярмарке. Несмотря на высокий рейтинг среди мясокомбинатов России, в новом году поднимать цены на свой товар здесь не стали. В этом году мы не поднимали цены. Мы вообще не сторонники этого, конечно. Пока держимся. Если какие-то цены еще полезут на сырье, тогда придется. А пока нет, пока мы будем держаться. Малика Хашбекова работает заведующей складом готовой продукции. Говорит, что при покупке аргунской колбасы необходимо обратить внимание на этикетку. Если нет наклейки с подробной информацией, это подделка, которую привозят из соседних регионов и выдают за местный продукт. Без упаковки наша продукция не выходит. Без упаковки, этикетки никакая продукция из мясокомбината не выходит. А упаковка дает хранение продукции. Разная продукция упаковывается в день 600-700 килограмм. Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание. У аргунской колбасы свои сроки годности. К примеру, вареная колбаса хранится лишь 20 дней, а говяжья копченая пригодной к употреблению считается в течение 45 дней. Благодаря такому контролю качества Аргунский мясокомбинат стал победителем национального бизнес-рейтинга и получил федеральный сертификат «Лидер России 2014». Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Джамил Хаджалиев. Новости.